Добрый вечер. Ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. В студии Светлана Кадырова. Добрый вечер. Хайр Ликич. Приветствую всех наших телезрителей. Итак, страшные кадры избиения на задворках школы, иногда и в школе. Очень часто сегодня появляются в социальных сетях, вызывают общественный резонанс. Буллинг – относительно новый термин, обозначающий старое, но, можно сказать, вековое явление, как детская жестокость, травля. Почему дети и подростки начинают дружить против кого-то в школе, против своих сверстников, как с этим бороться, обсуждаем сегодня. Тему программы «Буллинг. Как остановить травлю в школах». Я представляю гостей в студии. Ирина Владимировна Волынец, уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан, основатель общественного движения «Национальный родительский комитет». Добрый вечер. Здравствуйте. Людмила Михайловна Невоструева, клинический медицинский психолог высшей категории Республиканской клинической психиатрической больницы имени академика Бехтерева и кабинета социально-психологической помощи с телефоном доверия Сардаш 129. Рада вас видеть. Анна Юрьевна Артамонова, начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции 2 Вишневский, УВД города Казани. Добрый вечер. Лисан Рафисовна Каюмова, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат педагогических наук, Хайр Ликич. Андрей Николаевич Абросимов, заместитель директора по воспитательной работе специализированного олимпиадно-научного центра «Солнце» Вахитовского района Казани. Здравствуйте. Инна Вениаминовна Идрисова, педагог-психолог высшей категории, заместитель директора по учебно-методической работе Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Росток». Здравствуйте. И с нами на интернет-связи сегодня будет Елена Петровна Тихонова, предприниматель, заслуженный юрист Республики Татарстан, руководитель родительского комитета при Министерстве молодежи Республики Татарстан, мама 3 детей. Добрый вечер. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Нас прямо сейчас можно смотреть в группе ТНВ ВКонтакте. Эксперты сегодня могут помимо своей точки зрения высказывать и точку зрения с помощью кнопок на ваших пультах. Красный категорически не согласен, синий согласен, белый отношусь нейтрально. Традиционно начать мы предлагаем с результатов соцопроса. В начале этой недели мы задали своей интернет-аудитории ВКонтакте. Вопрос он звучал так. Сталкивались ли вы или ваши близкие с травлей в школе? И вот каковы результаты. Да, пришлось это пережить. Так ответили 47% проголосовавших. Большинство. Нет, такого не было. Так высказались 37%. И 17% респондентов сказали, что травля не закончится, пока школы замалчивают проблему. Такой же вопрос мы адресуем нашим зрителям. Результаты интерактивного голосования подведем в конце программы. Но мне бы хотелось, чтобы сейчас эксперты оценили итоги этого голосования. Насколько это сегодня совпадает, скажем так, с реалиями нашей жизни. Вот, Людмила Михайловна, все-таки хочется с вас, потому что, в общем-то, наверное, после ваших определенных спичей в этой программе в День психического здоровья мы, наверное, решили обратиться к этой теме. Как вы считаете, насколько справедливо? Это справедливо, даже немножко преуменьшено. Почему? Ну, не все соглашаются с тем, что он испытал буллинг. Некоторым стыдно, особенно мужчинам. Сказать, что надо мной смеялись, надо мной издевались. Многие скрывают это. Сейчас это прям вот... Ну, у нас вот, если взять наше отделение, то обращение в основном почти уже 90% буллинг. Просто многие еще, наверное, не понимают, что буллинг считают, это физическое насилие должно быть, да? Психологическое не считают насилием. Многие считают, что психологическое, ты просто не обращай внимания, ты приходи домой, закрывайся, но дело в том, что есть еще и кибербуллинг. И когда 24 часа о тебе говорят, это получается, что уже и бессонные ночи, и депрессии, и суицидальные мысли. Хорошо, об этом поговорим уже подробнее. Сейчас, вот, Ирина Владимировна, на ваш взгляд, насколько это реально отражает картину, и на ваш взгляд, какая сегодня картина с буллингом в школах? Да, ну вы знаете, я согласна с нашим уважаемым психологом. Вот нажала, кстати, сейчас зеленую кнопку, потому что, к сожалению, среди обращений к уполномоченному по буллингу традиционно это в первой тройке. Вот смотрите, вот, например, статистику возьмем. Если по конфликтам в 2020 году было 107 обращений, то в 2021 138. И слава богу, что за 9 месяцев 2022 года, но у нас еще год не закончился, это всего лишь 84. То есть мы видим снижение, но опять-таки посмотрим по итогам года. Я во многом связываю это с тем, что все-таки наше Министерство образования тоже прикладывает усилия. У нас есть в школах службы медиации. Мы вот, например, в нашем аппарате направили в школы, в администрации районов методички для учителей, отдельные методички для детей и отдельные для родителей, как поступать, если эта ситуация произошла. И то, что мы об этом сейчас говорим, это тоже очень важно. И отрадно, что депутаты Госдумы в составе 4 фракций сейчас выступили с инициативой разработки законопроекта по противодействию буллингу. Вот хотелось бы, конечно, чтобы
И экспертов тоже привлекли к участию, и психологов, и педагогов, и иных специалистов по конфликтам, которые помогли бы правильно все составить, все эти документы, чтобы не сводилось исключительно к штрафам, к наказанию за буллинг, чтобы в этот закон входила и социализация, ресоциализация этих детей, их адаптация к дальнейшей жизни, потому что без психологической поддержки справиться с ситуацией ребенку невозможно. То есть недостаточно просто закончить буллинг. Необходимо, чтобы ребенок эту ситуацию проработал, пережил. Да, и без помощи он не справится. Причем помощь нужна и тем, кто был гонителем, и агрессору, ему тоже нужно как-то восстанавливать свою психику, потому что тот ребенок, который травит другого ребенка, тоже психически ненормален. Да, об этом проговорим, это уже более детально на этих вопросах, кому и какая помощь будет нужна. Вот что скажет полиция в этой ситуации? Уважаемые коллеги, я хочу пояснить только одно, что 90% это слишком завышенная оценка. Я могу пояснить только одно. На данный момент статистику полиции МВД не проводят. Понятие такое, как буллинг, как ответственность за него не предусмотрено ни уголовно, ни административно. Но хочу пояснить, что за последствия буллинга несут ответственность так же, как и дети, так же, как и родители. Дети, а учителя? Поясню такую ситуацию. На данный момент сотрудники по делам несовершеннолетних тесно работают с образовательными организациями. Мы на ранней стадии пытаемся выяснять причину возникновения буллинга. Это если вы узнали, да? Да. Это если вы узнали. На данный момент вот сейчас, значит, поступает информация с образовательных организаций, значит, поступает посредством СМС-сообщений, посредством, значит, устного сообщения. Мы действительно это сообщение берем на контроль. Любое сообщение, которое поступает с образовательных организаций, мы его регистрируем и непосредственно выходим в любое учебное заведение и начинаем с профилактики. В каком плане? Мы подключаем все субъекты профилактики, начиная с комиссии по делам несовершеннолетних, заканчивая те же самыми врачами, психиатрами и так далее. Валерия, только вот одно уточнение. Вот к вам поступает от образовательного... Сигнал от образовательного учреждения, а поступает ли отдельно еще, фиксируется ли сигнал от родителей? И сколько вот условно поступает от родителей, а сколько поступает от образовательного учреждения? Есть сигналы, поступающие из образовательных организаций. Где больше на данный момент сейчас поступает с образовательных организаций. На данный момент это сентября. Это сентября. Мы потом поймем, почему это произошло, а до этого поступало больше от родителей, я правильно понимаю? Да. Мы потом расскажем телезрителям, с чем это было связано, и послушаем, после чьего заявления, наверное, если ситуация изменилась, и я надеюсь, что она изменилась. В целом, почему сегодня нет такой квалификации, как буллинг, почему вы не можете фиксировать и вести какую-то отдельную статистику? Мы, значит, разбираем последствия этого буллинга, а именно разбираем причины, почему это возникло, на какой стадии, и после этого уже принимаем меры воздействия. Есть такая статья, как 5.35, часть 1 КоАП РФ. Это почему возникла такая ситуация, почему родители не обратили на это внимание, почему возник буллер и ребенок, который подвергся. У вас это уже последствия. Да, мы уже разбираем последствия буллинга. Конец конфликта. конфликта. Очень важно определиться с понятиями, для того, чтобы кого-то привлекать к ответственности, либо принимать меры элементарно. Нужно, чтобы было на законодательном уровне элементарно прописано, что же такое буллинг. Да, потому что иногда к нам обращаются, потому что просто учитель обозвал ребенка, или дети подрались, например, на перемене один раз, и к нам уже обращаются, что моего ребенка травят, примите меры, да что это такое. А мы должны понимать, что должно быть дано четкое определение. То есть мы сейчас этого ждем от депутатов Госдумы? В том числе и этого, потому что без определения с этим невозможно бороться. Что буллинг – это многократное, целенаправленное действие, направленное на ущемление достоинства, либо нанесение каких-то даже физических травм тому, на кого направлена эта ненависть. И в буллинге никогда не виноват тот, на кого направлен этот буллинг. То есть всегда жертва не виноват. Да, есть, конечно, критерии, по которым набрасываются на кого-то. Да? Это, как правило, либо какие-то физические недостатки, либо внешние отличия. Даже из-за фамилии могут пристать. Но в то же самое время ответственность несет агрессор. И это надо понимать. Тоже детальнее обсудим. Сейчас мы спросили у психолога, спросили у уполномоченного, спросили у полиции. Давайте у мамы спросим. Елена Петровна, вот как руководитель родительского комитета, в том числе и юрист, как мама 3 детей в этой ситуации, для вас какова сегодня, по вашим данным, информация по буллингу в школах? Насколько остро сегодня стоит эта проблема? И вообще, а вы сами, вот как мама, вы проходили эти этапы? Что-то было? Знаете, я согласна с коллегами, которые говорят, что эта цифра скорее занижена, чем завышена, потому что
если мы сейчас оглянемся, все, кто в студии, все, кто смотрит, то на расстоянии вытянутой руки мы все равно когда-либо сталкивались с травлей, с буллингом. Просто мы не знали, как это называется. Даже в моем классе, если вы вспомните свои классы, всегда был кто-то, на кого направлена травля. Так вот, мои дети, разумеется, тоже были либо свидетелями травли, либо жертвами травли. И, конечно, я тоже предпринимала определенные меры, не без участия школы. И я очень рада, что вот Ирина Владимировна, да, Волынец сейчас сказала о том, что готовится законопроект. Я сегодня тоже проштудировала и поняла, что он подготовлен, законопроект, и уже передан в Госдуму. И здесь действительно все достаточно предельно понятно, и, наверное, это уже давно было нужно внедрить. И когда я готовилась к этой передаче, мы даже вот с редакторами разговаривали. На самом деле ведь учителя больше, чем родители, как правило, с детьми бывают. И именно они видят все, что происходит. Единственный момент, может быть, мы сейчас две стороны рассматриваем, и, может быть, надо тоже акценты сделать правильные. Есть еще огромная армия тех, кого называют свидетелями травли. Так вот, во всем мире, когда речь идет о борьбе вообще с буллингом, это все направлено больше на профилактику, то есть на работу с теми, кто является свидетелем травли, кто может повлиять на то, чтобы ее не было. Чтобы остановить. И вот к своему стыду в моем классе, когда я была там девочка, да, я, конечно, была свидетелем. Мы все осуждали, но никто не вникал. Вот. Сейчас я на другой стороне, я уже как родитель, да. Конечно, участвуют психологи, конечно, участвуют преподаватели. И вот недавно мы делали форум для родителей совместно с комитетом, с Министерством по делам молодежи. И вы знаете, какой отклик на эту тему? Огромный отклик. И у родителей в родительском комитете, и родители, которые подписывались и смотрели, тысячи родителей. И это очень больной вопрос сейчас в республике и в нашей. Я с большой радостью сейчас слушаю коллег о том, что действительно очень много в нашей республике делается для того, чтобы это как-то пресечь на уровне школы. Но, видимо, все-таки проблема остается. Не все об этом говорят. Да, спасибо, Елена Петровна. А мы продолжим после рекламы. Не переключайтесь. Итак, мы продолжаем обсуждать тему буллинг в школах, как остановить травлю. Вы слушали уже несколько мнений, очень такие яркие позиции. И, наверное, достаточно интересные предложения сегодня, что и на законодательном уровне закреплено. Я сейчас хочу дать слово все-таки школе. Андрей Николаевич, каким образом вы вообще видите проблему буллинга в школах? Я понимаю, что мы сейчас конкретно на примере вашей школы, да, я не знаю, насколько... Я вообще рада за то, что вы вообще сегодня пришли на эту программу, потому что мы предполагали, что ни одна школа сегодня сюда не придет, и ни один представитель не выступит. Да, пришло солнце. Почему пришли? Есть эта проблема или нет? Хочется сказать, что вот вы озвучивали результаты опроса, и многие высказали, что проблема не закончится, пока она не будет озвучена, пока не будет признана в обществе, что она существует. Так вот, эта проблема должна озвучиваться внутри школы, на уровне коллектива, на уровне класса. Она должна признаваться школой, должна признаваться конкретным классом, классным руководителем, педагогами. И на этом уровне останавливаться. В принципе, в советское время, еще в конце 80-х, вот когда фильм «Чучело» вышел, да, Ролана Быкова по роману Железникова, тогда все ополчились на режиссера, говоря, что это не советские дети, да, это все поклеп, клевета, и были жуткие на него гонения. А сейчас в обществе, казалось бы, есть консенсус относительно того, что существует травля, буллинг, моббинг, кибербуллинг, да, но при этом каждая отдельная школа про себя говорит, что у нас все хорошо, все под ковер, и публичная дискуссия внутри школы не происходит. Учителя, может быть, с администрацией не в контакте, директор, может быть, как-то обособленно себя ведет, и поэтому ситуация не разруливается в зачатке, потому что когда уже полиция вмешивается, или, например, законодательно, когда сверху уже нам рассказывают, что нужно делать, это уже меры другого порядка. Это все должно останавливаться и разруливаться на уровне класса в школах. Педагоги должны понимать эту проблему изнутри и быть в коллективе разруливать, потому что буллинг – это проблема группы.
То есть вы сейчас в конечном итоге обозначили проблему, ту, что учителя не в контакте, возможно, с администрацией школы. И... Дело не только в этом. Или учителя сегодня скрывают от того, что... То, что происходит в классе, чтобы не быть самым плохим классом в школе для директора. Директор скрывает, чтобы не быть самой плохой школой, да, для Министерства образования. У нас такая вообще логическая цепочка выстраивается. Мне просто кажется еще глубинная проблема в том, что, на мой взгляд, травля, буллинг – это вещь, естественно, присущая группе. Она может возникнуть, если взрослый, старший человек, который в этой группе присутствует, ее не отстрелят и не как-то утихомирят. И в этом смысле просто многие думают, что вот конфликт, вот обзывательство. И не видят грань, когда это перетекает в буллинг. Тут нужен внимательный, переживающий взгляд взрослого человека. Совершенно согласна. Именно, видит ли учитель происходящее? Потому что другой вопрос, как он отреагирует, захочет ли он выносить ссоры из избы, или просто станет, станет свидетелем. Кстати, или он не заметит. Да, на ответ Андрея Николаевича два противоположных мнения. Я сейчас хочу дать слово Александре Рафисовне сначала. Да. Вы согласны с тем, что дело в группе, да? На этих словах, по-моему, вы так... Нет, я была согласна как раз, в принципе, да, я согласна, в принципе, вот как раз полемика коллеги из школы, я сама педагог по образованию, и сейчас работаю с будущими учителями, студентами. Это именно проблема и коллектива, и есть, можно даже сказать, есть некоторые традиции замалчивания, да? То есть вот есть такая форма общественно приемлемой, скажем так, общественно приемлемого взаимодействия. Вот принято так, чтобы школа была именно местом защиты ребенка. И как только мы признаем то, что там, оказывается, есть буллинг, и вот в этот момент сразу же мы убираем вот эту вот ауру защиты, и школа оказывается не совсем такая безопасная, да, среда. Переходя к социальным опросам, да, согласна с нашими коллегами, мне кажется, все-таки здесь результаты более занижены. Почему? Потому что ежегодно работаю с студентами, будущими учителями. Думаю, что нам еще повезло. Я из кафедры начального образования. То есть у нас еще есть вера в дружбу, в мир и светлое, скажем так, более оно сильное. Но когда мы общаемся со студентками и на тему в том числе и травли, и различных, скажем так, негативных проявлений, здесь следует еще обратить внимание на то, что вот коллеги говорили, как раз клинические психологи всегда говорят про чувство стыда у жертвы. Но при этом, когда мы общаемся с взрослыми бывшими детьми, назовем это так, да, со студентами, часто они еще и упоминают чувство стыда, скажем так, сочувствие, обиду на себя в прошлом, который буллер был. То есть вот именно позиция, когда я была маленькая и каким-то образом травила кого-то, своего друга, одноклассника, который в будущем, возможно, после этого, скажем так, получил некоторые негативные последствия, и осознание этого уже в взрослом возрасте, это дает определенное, скажем так, чувство именно негатива в отношении себя. Ну, это совесть. Это такая вот глубокая рефлексия, скажем. Дело еще один такой момент очень острый. Это орудие наказания со стороны педагога. Педагог молчаливо замалчивает, не обращает внимания. Ребенок неудобный в школе, взять начальную школу. Он ребенок из ДВГ, синдром дефицита внимания. Руки сами по себе, ноги сами по себе. Да? Результат какой? Он нарушает дисциплину, но он не нарочно, да? Привлекает внимание. Слишком просит, скажем. Дело в чем? Дело в том, что он неудобен. На уроке что-то, и как индивидуально, если в начальной школе учат на кафедре, как работать с этими детьми, то я не хочу так работать с этим ребенком. И я начинаю посредством сети или там какого-то чата там с родителей говорить, ах, какой этот Ванечка плохой. Фактически и начинается травля. И иногда учитель инициирует. Есть, к сожалению, такие вот моменты. Именно, начинает это добро. Учитель как может предотвратить, так учитель может и начать. И продолжит начать. Молчалив. Сделать это абсолютно таким вот, хитрым, подлым образом. Да. Не место такому педагогу в школе, вообще и в профессии. И еще, когда мы говорим о чувствах, которые испытывает жертва, да, почему годами иногда неизвестно о происходящем, потому что ребенок склонен
жалеть своих родителей. Представляете, у него Да, такая да, прекрасная да, душа, он не хочет их расстраивать. Я таких случаев знаю очень много. Я думаю, что таких И даже большинство. поэтому он не жалуется, он их щадит. Так же, как и ребенок очень часто обвиняет себя в том, что родители развелись. Вот это тоже мы должны учитывать. Да, Инна. Добавить то, что отметить, что и многие педагоги даже еще просто не знают, на что обращать внимание. И они, может быть, не думают, что это буллинг. Вот. То есть я бы хотела обратить внимание на то, что именно профилактические мероприятия. То есть Нет, вот... но они же видят, что все время один ребенок становится многократно, да, то есть либо появилось обидное прозвище. Когда есть изгой, его всегда Изгой, видно. это Его всегда, да, видно. когда 5 человек дружат против одного, это видно. В семинарах и учим учителей, на что обращать внимание, да, на что реагировать. Нет, понятно, что этому надо учить, но здесь сейчас мы говорим уже о позиции самого учителя, который должен иметь смелость видеть, слышать и признать. Да, но если вот мы можем говорить о начинающем педагоге, который пришел со студенческой скамьи, и он в растерянности, он не замечает. А ведь эта практика людей со стажем, она заслуженный педагог. А почему же в ее среде-то это происходит? Ей ли не видеть с ее регалиями, что происходит? В этом случае хочется сказать... Что так и принято, Да, что это вот нормально. говорю, Раньше что не было, никогда не выделялась не проблему. было. Да. То есть мы сегодня объявили, что травля – это буллинг, за который, это возможно, плохо, предусмотрено что это быть наказание. должно. И только сегодня надо учителям перестраиваться. Ну нет, мне кажется, учитель Нет, это нет, видел на всегда. Серьезно, по крайней Учитель мере, это видел раньше не всегда. подходили к этому. На самом деле вот многие зря вы так учителя говорите. еще... Хочу пояснить, что многие школы, чтобы, допустим, значит, скрыть свою, допустим, поднять свой рейтинг, многие школы, допустим, укрывали данные факты. Мы понимаем. Но вы понимаете, сейчас на данный момент, если подключаться, начинаются полномочия по правам ребенка, заканчивать тем же самыми медицинскими работниками, да, подключится вся система профилактики, я считаю, что мы это победим. Никогда раньше в Госдуме этот вопрос не обсуждался. Вот о чем мы Значит, тоже должны назрел. Раз. сегодня Вопрос теперь. Все-таки мы будем обсуждать, что тогда делать родителям, да? Идти все-таки к педагогу с жалобой в этой ситуации, идти в администрацию школы или идти вот сразу в отдел по делам Во-первых, несовершеннолетних, смотрите, потому что здесь там хотя бы на самом деле зафиксируют. такого вопроса не должно быть. Во-первых, должны быть доверительные отношения. То есть, если родитель видит то, что ребенку плохо, он не должен думать, куда он должен идти. Во-первых, он доверил своего ребенка учителю. Так, Следовательно, если ребенок, извините, приходит каждый день грустный, не желает идти в школу, а бывает такое, даже не начальная школа, садик, я не пойду туда, у ребенка начинаются даже иногда признаки психосоматики. Давление повышается, потому что завтра будет математика. То есть это реальные случаи, да? В этом случае как раз-таки должны быть доверительные отношения. Если, во-первых, да, у родителя возникает такой вопрос, уже надо задуматься, а почему он возникает. Значит, родитель не доверяет этому учителю, не доверяет этой школе. Если он не может напрямую... Что делать, если это произошло? В первую очередь надо подойти к учителю. Да. Из разговора с учителем, да, перед тем, как прокурору, генеральному президенту готов ли учитель к диалогу, да? При первом же разговоре это становится понятно, да, не нужно иметь специальную подготовку, чтобы понимать, учитель готов сотрудничать или нет. Если противодействие, если видно, что учитель, возможно, сам участвует в этом, обязательно сразу идти к директору, ставить на вид, и из разговора с директором также будет понятно, будет школа устранять эту проблему или нет. Ну хорошо, директор школы сказал, я разберусь, Не советую терять время, обращаться либо сразу в комитет по образованию, либо к уполномоченному по правам ребенка. Мы направляем каждое обращение по адресу. Сколько ждать ответа от директора? Хорошо. Вот, ну, например, директор сейчас говорит, я должен как-то прояснить ситуацию. Директор же не может сразу сказать, да, все очень плохо. Я думаю, что несколько дней достаточно. То есть 2-3 дней. Ну а сколько нужно ждать? И потом обращение к вам, комитет по образованию. Конечно, меры, каждая ситуация рассматривается и применяются медиативные технологии по урегулированию конфликта, а если этого не происходит, то это уже основание для прокурорской проверки. Хорошо, Андрей Николаевич, что хотели добавить? Я хотел чуть-чуть уточнить с моей стороны, как это я вижу. Если родителю известно точно, что происходит некая травля с его ребенком, в первую очередь нужно не идти к учителю, в первую очередь нужно забирать ребенка из этой среды. Просто вынимать его и забирать домой. Если точно, 100% известно, что это травля, нельзя оставлять, и нельзя это разруливать со взрослыми. И не говорить, сам в первую очередь нужно и так забрать далее, ребенка. Да. Это в первую очередь. А касательно разговора с учителями, с директором и дальше вышестоящими инстанциями, смотрите, когда мы приводим ребенка в школу, в принципе, в идеале мы должны уже прийти в школу,
пообщаться с классным руководителем, посмотреть, какая администрация. Мы должны примерно представлять, где ребенок вообще находится, а не тогда, когда случился какой-то конфликт, какая-то проблема, и мы тут приходим, да, и как бы... Нет, есть известные школы, о которых примерно понятно тоже. сарафанное радио. Есть вот классические, обыкновенные школы, в небольших районах и так далее. Ну, невозможно там узнать характер школы до. Елена Петровна, я понимаю, что вы тоже хотите, но мы, переключаясь на новости Татарстана, во второй части программы продолжим. Я имею в виду, что нужно связь держать со школой. Новости Татарстана сейчас. Мы должны дать им слово, да, а потом мы продолжим во второй части, так что не переключайтесь. Еще раз добрый вечер. Ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. Сегодня тема программы «Буллинг в школах. Как остановить травлю». Давайте такой вот ключевой пока вопрос. Не то, что ключевой. Мы вот говорим буллинг, травля и так далее. Самое страшное вот в буллинге, что это суицид? Это завершенный суицид? Завершенный суицид. Какие Даже еще... незавершенный тоже страшно. Хорошо. Какие еще вот такие примеры, ну, действительно, жестокого, я не знаю, с серьезными последствиями буллинга? Какие есть истории? Ну, это еще и скулшутинг. То есть это вооруженное нападение на школу. То есть меня травят. И не обязательно, что у него нарушение психики у человека, а травят так жестко и жестоко, избивают. И долго, продолжительное время. Он говорит, вот я вырасту, вот я что-то сделаю, я вам отомщу. И есть человек, который отомстит другому до такой степени, ведь душевные раны, они тяжелы для человека, и они не заживают никогда. С ними человек привыкает жить. И мы коверкаем судьбу этому человеку. Он становится неуверенным, он что-то не может предпринять, быть активным. И он всегда, и у него виктивное поведение, поведение жертвы. И куда бы он ни шел, мы уже его исковеркали судьбу. Хорошо, Людмила Михайловна, вот, а если ребенка просто обзывают по фамилии? Ну, как правило, да, травля вот самая частая. Либо человек полненький, либо очень худенький, либо очень маленький, либо фамилия необычная, да. Или слишком умный. Что с этим куда? Ну, прозвище есть. Ну, хорошо. Учителю. Ну, да, и работа с классом. Вроде бы всегда это было, как говорят. То есть прозвище имел, да, наверное, но каждый из нас. это было вот случайно. Далее есть очень хорошие упражнения, есть очень хорошие тренинги для начальной школы сказкотерапия. И там вот, когда я вот в своей практике проводила, ребенок уже проговаривает. Сказку провели, и ребенок проговаривает: извини меня, Петя, я тебя ведь в прошлый раз обзывал. И это сразу, день, два, 3, неделю они держатся, потом вновь выскакивают. И если периодически к этому вопросу просто возвращаться хотя бы раз в неделю и говорить: ребята, мы сегодня говорим хорошие слова, там, или еще что-то, это возьмется за привычку. Хорошо, прозвище это тоже плохо, и это тоже нужно останавливать? В принципе, да. Это тоже неприятно любого человека, которого будет ущемлять. Непонятно, чем дальше. Возможно, это начало только, это да, травли? Это только начало, да. Что должно насторожить родителя, прежде чем еще на другие темы более серьезные? А какие признаки основные вот у ребенка, который, возможно, подвержен травле? Когда ребенок приходит домой, и вы видите, что он подавленный, у него плохой аппетит, ребенок может заболеть один, а у другого только небольшие какие-то признаки. И здесь очень важно, какой контакт с ребенком у родителя. И если контакт хороший, родитель обязательно сможет это понять, что что-то не так. Поэтому можно, если отношения доверительные, задать вопрос, напрямую ребенок все расскажет. Иногда нужна помощь психолога, поэтому лучше перестраховаться, чем не доглядеть что-то важное. Хорошо, Елена Петровна, да, вам слово. Да, спасибо большое. Я на самом деле хочу немножечко систематизировать. Очень интересно коллег слушать. Передача все-таки называется «Точка опоры». Вы знаете, мне кажется, что много хочу сказать на самом деле, но мы все родители, и мы, начиная с рождения, знаем своего ребенка в деталях. Мы должны быть внимательными. И очень много сейчас здесь говорим про профилактику, но первое, что нужно сделать, это нужно воспитывать родителей, как правильно разглядеть в своем ребенке какие-то необычные особенности в поведении. Вот сейчас говорят, как увидеть, да? Допустим, мой ребенок, он несколько месяцев, я не могла понять, что его травят. Представляете? И я вот сейчас в перерыве, я его спросила, я говорю: скажи, пожалуйста, а вот когда ты мне рассказал, что... Он говорит: как будто камень упал с души. Я говорю: а почему ты это терпел? Я думал, что так и должно быть. Понимаете, я очень согласна с коллегой со школы Солнца о том, что
все-таки должна быть какая-то такая работа, очень кружевная, наверное, да. И, наверное, должны быть и у нас, у родителей, какие-то... вот мы же все знаем, что нужно делать, когда мы порезались там или синяк. Вот какие-то правила оказания первой помощи. Вот честно, да, я тоже думала, что я очень умная там и так далее, но когда я столкнулась с какой-то вот такой ситуацией со своим ребенком, я растерялась, и я не знала, что делать, куда звонить и так далее. Но кто ищет, тот найдет. И вот ваша передача «Точка опоры», ведь ее после этого, если загуглить, ее же можно найти. Да, так вот конечно. нужно дать какие-то, да, вот нужно дать какие-то конкретные инструменты. Вот если вот я увидела, что ребенок что-то скрывает, как-то вот, прячется в своей комнате, чем-то расстроен, там, вот в моем случае, например, он разговаривал там с сестрами, да, например, там что-то, мне как будто бы даже не говорилось это. Или наоборот, понимаете, еще бывает так, что наоборот, вот про скулшутинг сейчас сказали. Первый вопрос, да, у всех у нас в ужасе. А где родители? А что родители делали? Как родители? Родители первые должны были заметить, что у ребенка вот эта вот агрессия какая-то. И дьявол ведь кроется в деталях. А детали, они же на кухне, за чаем, там, я не знаю, в каких-то мелочах. И ведь это тоже должна быть какая-то инструкция по оказанию первой помощи и родителям жертвы, и родителям агрессора. Хорошо, Елена Петровна, хорошее замечание. И точно так же у любого учителя, наверное, да, потому что вот сейчас я тоже слушаю, да, и вижу, что вот вас в студии 6 человек, и я 7-я, и 8-й ведущий. И у всех у нас своя субъективная точка зрения. Кто-то говорит... вот она молодая, она не может это. А вот это вот пожилая, как она со своим педагогическим опытом не может там что-то увидеть? Да не может увидеть. Разные бывают ситуации. А если вот будет какая-то методичка, инструкция, которая, может быть, и есть. Вот я мама 3 детей, и у меня ее нет. Хорошо, Елена Петровна, спасибо. Хорошее замечание. Да, тут же подключаются психологи. Вот Росток у нас здесь. Я хочу есть методички? Ответить как раз маме, да, что действительно такие методички есть. Нет, вот, хорошо, они есть у вас. Где они есть? Они есть на сайте Ростка. Так, на сайте Ростка они выложены, да. Так, сейчас я сейчас просто продиктую родителям, чтобы не впустую. Итак, это сайт Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Росток», который располагается в Казани. Да, на сайте. На сайте все есть и рекомендации родителям. У нас прям такая вот серия методичек. Инструкция первых шагов, инструкция первых действий. Если твой ребенок жертва травли, что сделать? Так. Да? Если твой ребенок агрессор. Все есть, да, вот здесь вот все есть. Что если так? Да, хорошо. Да. Это эти методички, которые Минпросвещения. Вот они у нас, мы ими пользуемся. И действительно... То есть есть на сайте, чтобы родители поискали? Они у учителей в школе есть? И такие же самые учителя. В принципе, на самом деле... Есть много замечательных сайтов, тот же Травли.нет.рф, например, подробный, с рекомендациями, с методичками. Главное желание. Хорошо, мы сейчас условно, когда говорили, мы говорили, что сначала к учителю мы пробуем, да, потом к директору школы, ждем 2-3 дня, если не помогает, обращаемся в уполномоченный по правам, по ПДН обращаемся, прокуратура, не важно, там уже подключаются все остальные ведомства, хотя бы вот это, да. Елена Петровна, еще вопрос, видите, она не могла понять, что происходит с ребенком. Да, вот я же говорю, то есть вот эта методичка, здесь уже мама когда узнала, да? Тут как раз тоже все есть, на что обращать внимание и так далее, и педагогам, и родителям. Хорошо. Все есть. Да, Александра Нарфисовна. Да, я хотела бы оставить одну ремарку, да. Будущим, скажем так, преподавателям будущих учителей хотелось бы все-таки несколько слов сказать в защиту. Вот мне не понравилась позиция, то, что мы постоянно всю вину перекладываем только на педагога. Так. Вот он не досмотрел, он не увидел, он не проработал, он сам был буллером и так далее, и так далее. Вот уже давно работаю и студентами, сейчас уже учителя приходят нам и в качестве магистров, и просто там пожаловаться, иногда звонят, да, что мне делать, у меня случилось вот это. Мне не нравится позиция вот современных родителей, я ребенка родила, возьмите, вырастите мне его. Вы должны его воспитать, вы должны следить, чтобы его не обижали, вы должны, чтобы он учился хорошо, чтобы он был красивым и так далее. Извините, вы ребенка рожаете кому? Для себя. Вы рожаете ребенка, чтобы любить, чтобы человек был близкий, да? И когда мы перекладываем полностью всю вот эту работу большую, воспитательную, по становлению, социализации человека на другого человека, извините, это еще не ответственно.
Это большая неответственность родителей. Очень сильный перекос, он начался еще в советское время, мы называем его детоцентризм. Когда ребенок во главе угла, он пуп земли, в семье он тоже самый главный, все делается во имя него, ради него. И когда столько таких пупов земли собираются в одном классе, естественно, возникают конфликты. И мы должны обращать внимание, вот я как уполномоченный по правам ребенка, тем не менее, ответственно заявляю, что дети должны знать не только о своих правах, но и об обязанностях, которые являются оборотной стороной медали. И ребенок должен понимать, что он обязан уважительно относиться к интересам других членов коллектива. Не нарушать границы личные. Он должен уважать учителя, потому что сегодня очень часты случаи по характеру обращения ко мне, как к детскому омбудсмену, что родители иногда целенаправленно пытаются затравить учителя. Согласна. Об этом сразу после рекламы, не переключайтесь. Бурное у нас обсуждение. Сейчас разговор о том, что родители травят. Причем как травят учителя, так травят и, в общем-то, инициируют иногда травлю и ребенка, в том числе в школе. Почему? Что происходит? Причем, кстати, пока мы на перерыве были, на сектор Татарстана озвучили, что родительские чаты сегодня – это одно из средств буллинга, да, и основные буллеры там. Кстати, кто... Вы сказали, да, по-моему? Да. Значит, хочу пояснить такую ситуацию, когда, значит, мы выходим в образовательное учреждение, начинаем выяснять причину, так сказать, вот этого буллинга, да, значит, приглашаем, значит, на совет по профилактике представителей, и там присутствуют и школьные психологи, там присутствуют, значит, социальные педагоги, и замдиректора по воспитательной работе. Приходит подросток и родитель, и вы знаете, многие родители даже не могут выяснить, даже не могут понять, почему их ребенок пропускает занятия без уважительных причин, почему он опаздывает, почему он за место школы идет гулять на улицу или идет в компьютерные салоны, и выясняется такая причина, что оборачивается так, проблема ставится, что виноваты не родители, а виноваты педагоги. И все это отражается в родительских чатах. Почему мой ребенок не в школе? Почему вы не проконтролировали? Это ваша обязанность. Вы интересно не преподаете, чтобы ребенок хотел с удовольствием сидеть в этой школе. И очень много, кстати, обращений, знаете, каких вот по вашей части, родители не могут признать и принять, что ребенка поставили на учет по делам, например. Учет, на внутренний контроль. Не говоря уже о ПДНе. И вместо того, чтобы подумать, что нужно сделать для того, чтобы с этого учета сняться как можно скорее, они начинают обвинять, в том числе и педагогов, и сотрудников ПДН в том, что предвзятое отношение к ребенку, к этому замечательному ангелу, который вообще самый лучший на свете, оказывается, его поставили на учет. Хорошо, почему все-таки родительский чат... Проблему, если ее родители не признают? Нет, мне уже просто интересно, что как может разворачиваться ситуация в родительском чате? Родительский чат, я не против педагогов. Я считаю, что запретить. Родительские чаты запретить. Вот эта страничка в начальной школе. Учительница говорит: Марья Ивановна, я бы вашим детям дала больше, но мне вот этот мальчик мешает, всегда отвлекает. Ваши дети достойны большего. Они начинают обсуждать этого мальчика. Дальше у них страничка, обсуждают педагога. Им все равно. Но учитель что? Дал добро на этого мальчика, ну, давайте от него избавимся. Его травят и избавляются от него. Мальчик, он агрессивный якобы. Если нас травить, мы тоже будем агрессивны. Теперь на этой же страничке они также, с таким же смаком и с такой же жестокостью обсуждают и педагога. Но он уже об этом не знает, да? Но потом это все моделируется в классе, вся ситуация с детьми. Раньше бабушки сидели на лавочке, обсуждали. Сейчас вот на этих чатах девушкам с накачанными губами делать нечего, они не работают, и они просто рассуждают. Есть работающие мамы, не работающие и так далее. Нет, вот чаще всего там вот эти мамы, которые потом приходят к нам на консультацию, жалуются: ах, меня заведующая наказала, или там еще что-то. Вот смотрите, сейчас смотрят нас ВКонтакте один из комментариев, что раньше такое тоже было, но дети сегодня стали намного более жестокими и злыми. Вот согласны с этим? Что дети 90 лет назад дети отражают окружающий мир, они отражают то, что происходит в семье. А вы до этого говорили, что родители... Нет, вы в основном сейчас говорили, мы говорим сейчас о родителях, что родители сегодня, мы получили детей в начальной школе и так далее, это родители 90-х. Конечно. Это родители, которые выросли тоже без царя в голове. Дети сейчас действительно более жестокие, более некоммуникабельные, более агрессивные. Это действительно так. И виноваты в этом в том числе и родители.
родителей, которые потакают каждому капризу ребенка. Это воспитательный процесс. А еще есть один из моментов. Мы с детства, как только он родился, математику, точные науки, если правое полушарие не развивается, отвечает за эмпатию, умение сопереживать, музыку наплевать, литературу наплевать, рисование наплевать, что и развивает чувство эмпатии, умение сопереживать. И поэтому ребенок растет точный, прагматичный, как урок математики, все с расчетами, у него на года чувствовать, и он не умеет чувствовать. Андрей Николаевич смотрит на нас на такой девичий... Мне кажется, дети сейчас не сильно отличаются от тех, что были раньше, просто сейчас все на поверхности, как раз из-за того, что интернет, из-за того, что все на виду. Я про родительские чаты подумал, что на самом деле поведение в группе, что в классе, что в родительском чате не сильно отличается, потому что взрослые там ведут себя не как взрослые, а как члены такой группы, полуанонимной, потому что все происходит в интернете, и поэтому начинается такой буллинг. И, кстати, мы вот сейчас здесь, обсуждая проблему, называя травлю иностранным словом буллинг, называя стрельбу в школах скулшутингом, мы тоже немножко дистанцируемся от проблемы. Мы ее как бы так вот называем каким-то таким словом, да? Это где там было? Это тоже такая интересная штука психологическая. Заимствовали. Мы немножко ее отдаляем от себя, не берем ответственность. Всегда должен быть ответственный. Каждый на своем месте должен быть человеком и человеком ответственным. Да, и родитель в семье, и педагог в школе, и ученик, насколько ему это смогли объяснить. Елена Петровна, да, есть что добавить, да? Совершенно верно. Потому что когда мы говорим «школьный стрелок» или «скулшутер», мы каким-то образом его пропагандируем. А когда мы говорим, что это убийца серийный, то это называет вещи своими именами. Елена Петровна, да. Елена Петровна, вам слово, да. Да, я на минутку. Я хотела просто... Я уже предлагала это где-то. Может быть, я сейчас посею какое-то зернышко пользы. На самом деле, вот... По поводу родительских чатов и вообще правила поведения родителей в отношении преподавателей. Я абсолютно согласна, что дети потом копируют и так далее. Но ведь на самом деле ведь никто же не задает правила школы. Вот родители передают ребенка в школу, и вот никто не... Вот я, например, в своем проекте всегда подписываю договор оферты, то есть где человек понимает правила, когда он заходит, пересекает мой центр. Когда мы заходим в самолет, мы понимаем правила поведения на самолете. Когда мы в первом классе ребенка отдаем в школу, мне, например, ни разу не передавали какой-то документ, может быть, в частных школах это есть, но в государственных такого не принято, где я бы, как родитель, подписала бы все правила и обязалась бы их соблюдать, в том числе про этику, про отношение к преподавателю, к учебному процессу и так далее. И вот под страхом, я как юрист говорю, под страхом штрафов, каких-то, вплоть до исключения из школы. Извините, Елена Петровна, неужели мы сейчас дошли до того, что этика, культура и элементарные правила поведения мы теперь должны прописывать в документах? Нет, для меня сегодня это абсурд. Не абсурд, возможно, это здравые идеи, если действительно эпидемия буллинга, но в целом это нормы. Это норма поведения, привычная. В мире, скажем так, прагматизма, да, что поделать? Откуда рождаются правила и законы? Да? Вообще изначально были религиозные нормы, и они отразили, то есть нравственность общества, его правила общежития отразились в итоге в законе. Когда прописали, уже стали юристы. То есть мы уже доходим до того, что надо прописывать. Родитель заходит в школу одно, родитель в садик другое. Есть устав. В каждой школе есть устав. И если, отдавая ребенка в первый класс, родитель будет знакомиться с правилами поведения, да, в том числе родительского своего отношения к учителю, к другим детям, к школьному имуществу и ко всему, что здесь происходит, может быть, это будет и неплохо. Если кому-то, может быть, первый раз в жизни покажут, как вести себя можно, а как нет. Как учить. Или проводить урок культуры для родителей, да? Сейчас посмотрим, я предлагаю послушать еще министра внутренних дел Республики Татарстан. Почему мы сейчас представители подразделения по делам несовершеннолетних говорили, что с сентября обращений-то от школ больше поступало, а хотя в конце августа Артем Хохорин на августовском педсовете заявил следующее. Я понимаю, что последствия были, и которые сегодня мы получаем. Внимание на экран. Более трети правонарушений, совершенных нашим подрастающим поколением или с их участием, отнюдь не детские преступления, это убийства, грабежи, разбои и кражи. На учетах нашего министерства стоит почти 2500 несовершеннолетних правонарушителей. Это немало, но учитывая высокую латентность процесса, происходящих в подростковой среде, даже эти цифры не отражают реального количества представителей подрастающего поколения, чье поведение или психологическое состояние вызывает тревогу. В ряде
образовательных организаций сложилась достаточно непростая обстановка, связанная с многочисленными правонарушениями, девиантным поведением со стороны учащихся, а также, к сожалению, неконструктивной позиции администрации ряда учебных заведений по взаимообмену информацией с территориальными органами внутренних дел. Но, как оказалось, не дошедшей до МВД информации предостаточно. Наши сотрудники совместно с представителями Минобразования посетили в июле-августе 26 учебных организаций для изучения положений дел. И в результате в учетной документации обнаружено большое количество сведений о противоправных действиях учеников или в отношении их. Никто не думал их выносить за пределы своих стен. Сейчас пошла новая тенденция после этих выездов. В ряде школ идет зачистка документации. Кого они пытаются обмануть? Только себя и своих подопечных, которых лишают настоящей поддержки и защиты. Вот это прозвучало, да? С сентября образовательное учреждение. Ну, понятно, что летом, наверное, хотя сейчас, школа держит на контроле. В связи с тем, что вот такая ситуация сложилась, что многие школы укрывали факты правонарушений и преступлений, которые могли, значит, только сложиться то, что в школе происходит, то это все было укрыто. На данный момент, с сентября месяца этого года, сейчас поступает информация со школ, с администрации школ, где мы, значит, берем каждую информацию на контроль и проводим проверку. Проверку на том моменте, по поводу того, как ранее сказали многие участники, мы проводим профилактику. Профилактику, чтобы в дальнейшем, когда подросток уже растет, не мог совершить более тяжкое преступление, а именно такое преступление, как самое тяжкое доведение до самоубийства. Чтобы не было ни суицида, ни доведения самоубийства. Хорошо, ну вот в этой ситуации хотя бы 26 школ было проверено, да, где выявлено, потом было уничтожение документации. Хотя бы одна администрация школы, в принципе, понесла определенную ответственность, но я не знаю, там не административную, не уголовную, наверное, но какую-то показательную, выговор министра образования, я не знаю, что-то было? Нет, ну, конечно, были последствия, да, для того, чтобы сейчас сказать, в чем конкретно это выразилось, надо владеть этой информацией. Ну, а в целом, в общем-то, интересно. Да, но я уверена в том, что таких случаев больше не будет, то есть меры приняты все необходимые. Хорошо, Людмила Михайловна, согласны, что вовремя проверку устроили и что действительно скрывают? Да, действительно скрывают, и я согласна. Хорошо, что эти проверки устраивают. Но дело в чем? Дело в том, что и до сих пор скрывают. Потому что любой вот случай, взять суицидальная попытка или там завершенный суицид, начинают разбирать бумаги, его диагностировали, тревоги не было и так далее. А поистине никто этого ребенка и не знал. И что с ним происходило? И никто не думал, что может такое произойти. До сих пор фальшивые эти бумажки существуют. Хорошо. И пишут. Уважаемые эксперты, да, у нас 4 минуты до конца программы. Сейчас коротко подведем итоги. Значит, 52% у нас телезрительской аудитории считают, говорят, что травлю они переживали в школе. 17% говорят только, что такого не было. И 30% говорят, что травля не закончится, пока школа замалчивает проблему. Вот сейчас буквально коротко, в 20 секунд, там условно 30 каждый. Как остановить травлю? Что нужно? Первые шаги. Самое первое, нужно, чтобы ребенок был не одинок. Что он понимал, что есть человек рядом с ним, который может в любую трудную минуту помочь. Родитель, брат, педагог, сестра, кто угодно, друг, товарищ, который поможет ему. Хорошо, Александра Алексеевна. Думаю, доверительные отношения в треугольнике, вот как раз доверительные и рабочие, наверное, да, отношения в треугольнике. Учитель, педагог, родитель. И учитель, педагог, родитель и ребенок. То есть ребенок должен иметь возможность не бояться, подойти к маме, сказать об этом. Мама должна быть готова это услышать. И должны быть отношения между родителем и педагогом, которые способны решить эту проблему. Хорошо. Просвещение и профилактическая работа со всеми участниками образовательного процесса. Еще важная штука, про которую сегодня, по-моему, не очень много говорили, работа в группах. То есть педагог, который видит, что у него в классе, например, идет ситуация буллинга, травли, он работает с группой, он не выделяет одного человека с положительной, например, стороны. И родитель тоже, который узнал, что с его ребенком что-то происходит, ему в идеале стоит попытаться законтактить с родителями тех, кто буллит, тех, кто травит. Потому что на самом деле это не настолько утопично, как может показаться на первый взгляд. Вот работа в группах и там, она может... Хорошо. Мое мнение, значит, подключить все субъекты профилактики.
эту проблему не замалчивать. Значит, во всех действительно общественных телевидениях, радио, поднимать этот процесс, вести. Издавать инструкции, методички. Да, конечно. И увеличивать, наверное, количество педагогов в школах. Не только ставок, а в принципе, да? Ни один психолог на 1000 учеников, не ставка психолога, говорят, что и психологов-то нет. Да, я присоединяюсь к своим коллегам и добавлю, что ответственность родителя в том, чтобы научить ребенка быть уверенным в себе и жить в этом мире не только когда он дружественен, но когда он враждебен, что мир — это не только близкие люди, любящие родственники, но и агрессия. И ребенок должен уметь с детства выживать. Потому что чем дольше мы создаем для него хочется учить детей счастью, конечно, среду, все равно. Вот Ирина Владимировна, счастью детей хочется учить, а не агрессии. Ко многому. Елена Петровна, у нас заканчивается программа. Я закончу свою мысль. Коротко чем дольше мы ребенка будем держать вот в этой теплице, тем труднее будет ему потом. Потому что у нас уже есть 40- и 50-летние детишки, которые ничего Елена не Петровна, могут. коротко, буквально, одно предложение. Как остановить? Отношения однозначно с родителями и ответственное воспитание родителей. Я за это. Хорошо, все, спасибо, благодарю всех экспертов, было очень интересно, тему нужно еще обсуждать и обсуждать, и много здесь и подводных камней. Я благодарю всех за участие, всего доброго, до свидания.